Кадровые перестановки в коме тепловой компании. Как пояснили в Минэнерго, за последнее время у предприятия существенно выросли долги перед поставщиками топлива. И самое главное, теперь уже бывший гендиректор Игорь Глухов не услышал и вовремя не среагировал на жалобы граждан по качеству жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых организацией. Впрочем, поводом к внезапному увольнению стала череда аварийно-опасных инцидентов, связанных с оборудованием котельных. Один из последних произошел в ночь с 29 на 30 декабря. В машинном зале центральной котельной села Капкирос произошло опасное задымление. Человеческих жертв удалось избежать только благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, и тема стала предметом разбирательства на уровне главы в рамках последнего в прошлом году совещания Кабинета министров. Давайте год закончим спокойно, праздники пройдем без эксцессов, хотя уже сегодня вот начинается. Выдали паспорт в Капкиросском районе, КТК. Значит, разберитесь, и вплоть до увольнения директора. Вам все понятно? Значит, вплоть до увольнения директора. Значит, я прошу, в том числе правоохранительные органы, проверить, как там осваивались деньги и почему в таком состоянии, когда был получен паспорт готовности, тут же получил соответствующий сбой. А вы, Михаил Ильич, разберитесь, проведите служебное расследование. Кто в том числе и в министерстве не проконтролировал соответствующую работу. Новым руководителем коме тепловой компании назначен Юрий Линчук. С сентября 2016 года он был исполнительным директором Воркутинских ТЭЦ в составе холдинга Т+. А еще раньше возглавлял Нерюнгринский водоканал, это Якутия, Калужский областной водоканал и даже был вице-мэром Калуги по вопросам ЖКХ.